Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Игнатьева Сандара, ученица 5 класса Белогорской гимназии имени Никодима Николаевича Ефимова. Представляю вам тему «Жизнь и творчество Алын-Хосута Никулина Гаврила Федоровича. Чахча-Хабытта». Цель моей работы – изучить жизнь и творчество Алын-Хосута Никулина Гаврила Федоровича. Чахча-Хабытта. Задача. Первое – прочитать литературу об Алын-Хосуте. Второе – ознакомиться краткими сюжетами Алын-Хо. Третье – найти родственников и знакомых Алын-Хосута. Четвертое – взять интервью о воспоминаниях у родственников и знакомых. Пятое – найти неизвестные в литературе данные об Алын-Хосуте и его потомках. Методы работы: сбор материала об Алын-Хосуте, поиск фотографий Алын-Хосута, интервьюирование родственников и знакомых Гаврила. Актуальность работы. После выхода книги Илларионовых «Алын-Хо Абыйского улуса» у населения появился интерес к местному фольклору. И мне кажется, что пока живы воспоминания у родственников Гаврила, есть шанс найти неизвестные моменты из жизни Алын-Хосута. Это тем интересно тем, что Гаврил Федорович Никулин является родственником моего дедушки. Гипотеза: если мне удастся собрать какие-то неизвестные крупинки из биографии этого Алын-Хосута, то это будет каким-то маленьким вкладом в изучение фольклора Абыйского улуса. Гаврил Федорович Никулин, Чахча-Хабытта, родился в 1903 году в местности Чахча, крест Майорской наследия Абыйского улуса. Семья была большая. Когда ему было всего 3 года, мать умерла, а в 13 отца уже не было. Отец у них был Алын-Хосутом, и старший брат тоже исполнял Алын-Хо. И Гаврил научился исполнять Алын-Хо у старшего брата. Вы видите на картинке книгу Илларионовы. Илларионов в своей книге дают краткую биографию, которую они брали из материала Института Алын-Хо. Здесь дается воспоминание жены Гаврила Федоровича, Татьяны Алексеевны, долгожителя Абыйского района. Из воспоминаний родственников и знакомых Гаврил Федорович Никулин, Чахча-Хабытта, является тетей Дашей дяди. Когда она была маленькая, где-то в 4 или же 5, жили в маленьком участке, где-то было всего 6 или 5 домов. Помню, она часто ходила друг к другу, и, конечно, к дяде тоже ходили в гости. Помню, он любил петь песни и Алын-Хо, и мы, маленькие дети, не совсем понимая содержание песен, слушали с интересом, как он поет. Он еще толковал сны, люди рассказывали ему сны, и он толковал однажды, и тетя Даша рассказала про ее сон. И он часто говорил: «Ну, ага, как в Алын-Хо», и, послушав, сказал, что из тети Даши выйдет хороший рассказчик. Видимо, он сказал, чтобы ее не огорчить. Он был спокойным, веселым, умел обращаться с людьми и с нами, детьми. Отец их не всегда ездил на перевозку товаров, поэтому дома бывало редко, и дядя всегда помогал по хозяйству и заготовке дров и сена. Помню, он все время работал без дела, не сидел. Я брала интервью у Татьяны Константиновны Слепцовой, Слепцова Анны Николаевны и Елены Петровны Никулина II. Заключение. Работая над этой темой, я многое узнал об Алын-Хосуте Гаврила Федоровича Никулина, Чахча-Хабытта, прочитала книгу Илларионовых «Алын-Хосута Абыйского улуса». От своих родителей узнала, кто такой Гаврил Федорович Никулин, собрала несколько фотографий его родственников и сведения о потомках Алын-Хосута. Спасибо за внимание.